Академия наук Республики Саха-Якутия. В декабре этого года Академия наук Республики Саха-Якутия, как высшая научная организация республики, отмечает достаточно важную дату в своем развитии. Это 30-летие со дня основания Академии наук Республики Саха-Якутия. С чего она начиналась? 30 лет назад, 20 декабря 1993 года, вышел указ первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева о создании Академии наук. И там было определено 25 членов Академии и 5 членов-корреспондентов Академии наук Республики Саха-Якутия. Надо сказать, что Академия наук не единственная национальная академия на территории Российской Федерации. Их насчитывается, включая нашу, 4. Кроме этого, это Республика Чечня, это Башкортостан и Татарстан. У нас, значит, 4-я Академия Республики Саха-Якутия, и с ними мы установили достаточно тесную связь. За эти 30 лет, конечно, Академия прошла большой путь развития. Сегодня у нас есть крупные инновационные проекты, и направленность у нас сегодня научных исследований прикладные, помимо фундаментальных, есть инновационные работы, есть открытия, есть патенты, изобретения. И мы сегодня вошли во вторую группу научно-образовательных центров. Их всего 3, как известно. Третья группа — это самая низшая. Если подряд, значит, 3-е место занимаем, то на выбытие срабатывает. А у нас вторая группа — это достаточно не то, что мы средняки, мы в числе передовых. Это случилось вот совсем недавно, и мы будем удерживать вот такие вот передовые позиции в научно-образовательном центре «Устойчивый север». Что касается структуры Академии наук, сегодня это достаточно такая разветвленная, продуманная структура. Ну, во-первых, 40 членов, действительных членов Академии наук. Значит, у нас есть высший орган, это общее собрание, где мы принимаем крупные стратегические решения, программы развития своих направлений, дальнейшего развития. И в качестве структурных подразделений можно назвать, что у нас есть, конечно, и секретариат, и 5 объединенных ученых советов. Ну, какие основные я назову? Это физико-технические науки, науки о Земле, гуманитарные науки, медико-биологические и химические науки и сельскохозяйственные науки. И вот по всем этим направлениям крупные специалисты, академики в этой области, если надо, они привлекают со стороны ученых, обсуждают крупные проекты, обсуждают претендентов, например, на общественный заказ, на комплексную научную экспедицию. То есть идет коллегиальное обсуждение принятия того или иного решения по развитию каких-то стратегических направлений в каждой из сфер развития науки. Ну, помимо этого у нас есть 2 научно-организационных отдела основных. Это научно-организационный, это научный экспертно-аналитический центр, который делает экспертизу как бы каждого проекта. Для этого они обладают соответствующей квалификацией, допусками к этой работе. И Центр интеллектуальной собственности. Это тоже очень важное подразделение, которое занимается защитой авторских прав и регистрирует вот, интеллектуальную собственность на нашей. Причем не только от Академии наук, а любой может обратиться и оформить патент, то или иное изобретение или даже базу данных электронную. Дальше. И основным, конечно, у нас и очень перспективным отделом научным является отдел изучения мамонтовой фауны. Как известно, принято решение на уровне даже президента Российской Федерации о создании Всемирного центра мамонта. Но в силу известных причин пока этот процесс несколько задержался, а так идет активное исследование, причем на международном уровне. Они публикуют в научных мирового уровня журналах свои публикации, задействованы специалисты из Канады, Японии, значит, Швейцарии и многих-многих стран, и ведущие палеонтологи в тесном контакте работают с нашими учеными. Дальше это отдел
энциклопедистики. Это тоже очень важный отдел. Вот у нас же практически уже готов первый том энциклопедии. Всего их будет 4. И в декабре мы откроем пока электронный портал входа вот на электронный ресурс энциклопедии. И планируем в следующем году издать вот в бумажном, так сказать, варианте, в типографском варианте первый том энциклопедии. Всего, как я уже сказал, их будет 4. Первый том будет включать буквы от А до В, учитывая, что большой справочный материал там будет в первом томе. Дальше это отдел экологических проектов. Это тоже вот у нас как бы такой научный отдел. Отдел ресурсного обеспечения. Есть тоже, да. И отдел научно-методического обеспечения формирования отчетности по научно-образовательному центру «Устойчивый Север». Возглавляет это отдел Едисеева Туяра Олеговна. Она как раз занимается сбором всех данных по строгой отчетности. Мы отправляем ее в Министерство образовательных наук, и там нам дают в форме, в тестовом таком режиме, и нам дают баллы вот за те или иные работы по 5 нашим основным кластерам НОЦа. Отдел этносоциальных и этноэкономических исследований и геосистем, тоже важный научный отдел Академии наук, который проводит, например, социальную этноэкологическую экспертизу. Например, в местах промышленного освоения эта экспертиза, она предусматривается законодательно, и без нее как бы не обойтись. Дальше. Региональный центр по изучению, сохранению и развитию родных языков. Это новый наш отдел, который недавно сформирован, буквально в прошлом году, на основании научно-образовательного центра. С чем связан этот отдел? Как вы помните, приезжал в Якутск бывший президент уже сегодня Российской академии наук Сергеев, и проводили мы круглый стол, и одним из вопросов в его повестке было как раз изучение родных языков в регионах. И на научной такой основе мы разрабатываем мероприятия основные с целью сохранения этих языков, подготовкой учебников, и с тем, чтобы сохранилась экологическая среда национальных языков, якутского языка и языков малочисленных народов Севера. Редакционно-издательская группа. Это у нас немного, 2 человека. Наш старейший аксакал Академии, это Зинеда Андреевна Корнилова. Она и Уварова, они занимаются подготовкой свежих номеров нашего научного журнала, который имеет достаточно высокий рейтинг научный в базе данных международной. Вот основные такие научные организационные отделы, структурные подразделения. Кроме этого, секретариат и президиум занимаются подготовкой документов и повесткой Совета по науке и научно-технологическому развитию республики, который возглавляет глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев.